Доброе утро. Я вот думаю, как иногда девочки несправедливы к мальчикам. Значит, мы хотим, чтобы мальчики были побритые, они должны бриться каждый день, а мы краситься каждый день и там ухаживать за собой, ну, когда хотим, когда не хотим. Ну, как-то так. Знаете, еще что я хотела сказать. Вот насколько, ну, не скажу, что нынешнее поколение расслабилось, но вот есть такие, я просто обидеть никого не хочу. Вот есть такое выражение, что воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот я с девочкой разговаривала, она говорит, что ну вот сейчас там ее знакомые, ее подруги, в общем, плачут от того, что на них свалилось много проблем, много, ну, забот, замужние девочки. А мальчики говорят, мы вам столько техники, как наши мамы. И вот там один парень, мне он попадается часто, в рилсе попадается. И вот он, значит, говорит, что как можно брать ответственность за девочку, если она хочет командовать, хочет бдить, хочет... Ответственность – это когда ты командуешь, когда ты бдишь за тем, когда ты говоришь, сюда можно, сюда нельзя, тогда ты берешь ответственность. А девочки нынешние этого не хотят. Ой, ладно, сейчас пришла на рынок, позже расскажу. С одной стороны, девочки говорят, вот, я должна за всем следить, все бдить, я его типа усыновила, но изначально мы сами беремся за это. Но я вообще о другом хотела сказать. И вот там этот деятель говорит, вот, он разговаривает с девочкой. Я, в общем, не хочу касаться взаимоотношения полов. Он разговаривает с девочкой, она говорит, я в себя вложила, я себя, значит, разносторонне развивала, я там что-то там добивалась, и внешности, все. Он говорит, ты как-то пойми, что я вот работал, вот мне 38 лет, я работал, там махал лапами, и заработал какой-то, ну, старт, да, или как будем говорить, какую-то базу. И я не хочу брать ровню, вот прям совсем не хочу. Я хочу взять молодую девочку, которой я открою мир, которая не познала это все. Понимаете, еще что хочу сказать? Все по-разному относятся к жизни. Кому-то нужно так, а кому-то нужно это. Нет стандарта. А он себя позиционирует как последней инстанции истина. И вот эти вот мечты мужчин о том, что он возьмет молодую девочку, воспитает под себя, вот прям розовые мечты. Вот честно. Во-первых, эта девочка, которой ты будешь открывать мир, очень быстро поднимет хохолок, оперится и начнет у нас в менталитете такое женское, что она должна быть, ее слово должно быть последним. Ну, хоть как. И даже если часто мужчинам это не нравится, по итогу им нравится. Им тогда удобно сказать, ну это ж ты настаивала, это было, ты виновата, когда что-то не получится. В общем, мы привыкли к более вольной жизни, общении, взаимоотношениях. И опять же, нет стандарта, нету такого, что ты должна быть такой или ты должен быть таким. Нет. Живите легко, живите каждый по себе. Ну, в общем, я на другую тему хотела, в общем-то, поговорить. Не знаю, почему. Сейчас дорогу перейдем. Почему взялась на эту тему. Я смотрела интервью Донцовой. Вы знаете, я Донцову очень люблю слушать. У нее сложная судьба, сложная жизнь. Ей поставили там онкологию, у нее удалены обе груди. И ей сказали, что она будет всего там несколько... жить ей чуть-чуть осталось, и она начала в больнице писать книги.
И вот там шел, котик куда-то потянул, шел разговор о том, о болезни, и она говорит, болезнь – это благо. У нас, говорит, болезнь приходит тогда, когда мы идем активно к пропасти, и нас нужно остановить. Вот, знаете, я где-то, это жутко, конечно, и учитывая то, что она пережила, но я, в принципе, с этим согласна, что когда ты заболел, нужно остановиться и подумать, что ты что-то делаешь не так. Вот прям совсем не так. Ну вот, девочка щурит глаза, у нее болит голова. Вот болит голова, и она начинает там всякие разные таблетки использовать, но не надевает очки по любой там причине, но не надевает. И нужно менять. Вот ей, да куда ты меня все время тянешь? Ладно, да, об этом вот нужно сейчас тянет ужасно. Мы уже дома, никак я свою мысль не договорю. И вот о том, что когда что-то, знаете, есть другая поговорка. Никто никому не друг, никто никому не враг, но каждый друг другу учитель. Когда происходит какой-то такой момент, что, ну вот что-то такое вот неприятное, то задуматься, что может пора что-то изменить в своей жизни. Вот, ну, вы знаете историю там мамы моей. Вот у нее, когда был первый инфаркт, ее, моего отца сестра сказала, что я говорю, ну даст Бог минется. Она говорит, ну не 80 же лет инфаркт и минется. И я маму заставила поменять, очень сильно поменять образ жизни. Даже не то, что там диету какую-то хотя бы, ну, хоть чуть-чуть там, конечно, было. Но вот смотрите, у нее, ей хотели в юности, еще в юности, это еще до моего рождения, у нее была аритмия, и ей даже говорили, что с вашим сердцем, в общем, у вас можно оформлять инвалидность. Она говорит, мне было стыдно, я вообще эту тему не поднимала, не захотела, ей не разрешали рожать. В общем, всякие нагрузки на сердечко шло. Потом такая тяжелая история с моим отцом, их расставание. После 52 лет совместной жизни они вот расстались, и расстались нехорошо. Может, кто-то там не знает, дело не в изменах, а дело в том, что у отца моего появились фобии, что мама ему изменяет, и он стал ее очень щемить, очень сильно щемить, и ну, руки он не распускал, но морально прям, ну, у нас у всех с возрастом свои тараканы приходят. Не осуждаю никого. Ну, так вот жизнь сложилась. И когда у нее 80 лет произошел инфаркт, я ей сказала, что мама, теперь мы переходим на режим дня, как в детском саду. Что старый, что малый. Вот в детском саду. Добрый час она прожила еще почти 6 лет. Да, были сложности, был повторный микроинфаркт, но он прошел вообще практически незамеченно. И ковид она перенесла, и вот с онкологией, и, в общем, все вот, ну, в общем, в какой-то момент сердце просто остановилось, и все. Что бы было, если бы она вела тот образ жизни, который вела? Ну, наверное, года 3, может, даже меньше она бы провела. И ей бы было все хуже и хуже, больниц бы было все чаще и чаще, скорые бы были все больше и больше. Ну, а так... Ой, сколько ж мы скорых вызвали? 2, по-моему. 2 скорых было за все время. Ну, 1 раз это с инфарктом. Я к тому, что нужно, когда что-то происходит, нужно задуматься об этом, что происходит и почему. Не сетовать на судьбу, что она так жестока.
Не обижаться на то, что рядом с вами человек как-то себя не так ведет. Не ждать, что другой человек сделает вашу жизнь счастливой. Понимаете, вот вы будете счастливы тогда, когда вы счастливы сами с собой. Вот когда вы сами с собой, вам наедине хорошо, и вы самодостаточны и счастливы, все хорошо будет. Как только вы ждете, что кто-то что-то вам делает, понимаете, другой человек, даже родители для детей, которых мы там носим в себе, да, растим, мы все равно мы не являемся для своих детей тем человеком, который их жизнь делает рад. Мы все равно их направляем, предъявляем претензии, каждый как бы в себе ведет себя по-своему, как было у него в семье или как не было в семье, но не важно. Ну, в общем, тоже не делаем жизнь вот такой вот на молочные реки, кисельные берега. А почему-то ждем от Вселенной, что она нам это сделает. И когда происходит какой-то, ну, какой-то выбивающий из колеи поступок, то не воспринимайте это как ну, угрозу вашему благополучию. Подразумевайте под собой, что это подзатыльник, что вы идете не туда. Потому что вот, я же говорю, где-то с Донцовой я согласна и не согласна, но вот как-то так. И душа обязана трудиться. Вот если что-то вас не устраивает, очень сильно думайте о том, а почему, а что вам нужно сделать, не другому человеку. Не ждите, что другой делает. Не нужно агрессировать в эту сторону или вот пассивную агрессию проявлять, там еще вот какие-то. Не нужно это делать. Заботьтесь о себе сами. Вот здоровый эгоизм – это очень хорошо. Да, иногда обидно, иногда хочется, что тебя взяли на ручки и понянчили, но это именно иногда. Потому что, когда тебя держат на ручках и нянчат, тобой управляют. Согласны ли вы, чтобы вами управляли? Говорили, туда иди, туда не иди. Тут говори, тут молчи. Сюда смотри, сюда не смотри. Навряд ли. Поэтому не ждите, что вас тогда будут и нянчить. Поняли мою большую мысль? Все хорошо. Живите легко, берегите себя. Пока.